Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Перемены по судьбе, по жизни, которых вам не избежать. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие перемены по судьбе мне не избежать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие перемены по судьбе идут в вашу жизнь, чего вам не избежать. Так, ну прекрасно. Здесь у нас маленькая звезда. Маленькая звезда говорит о том, что, во-первых, будут исполняться ваши небольшие, но заветные желания. То есть крупные желания пока мы откладываем, но маленькие будут исполняться в самое ближайшее время. Большое крупное желание исполнится у вас вот где-то к концу года. Да, вот как раз таки зима идет. Зимой исполнится одно большое желание, которое просто разделит вашу жизнь на до и после. Благодаря этому желанию, во-первых, вам захочется жить, творить, любить, радоваться жизни и радоваться тому, что в вашей жизни происходит. Смотрите, вторая часть заставит вас больше активничать по жизни и понимать, что даже самые наши розовые мечты, они все равно исполняются заветным желанием место быть. И нужно как можно больше не только мечтать, да, об этих желаниях, но и самим тоже, как говорится, не плашать и что-то делать. Знаете, я вижу большую активность с вашей стороны. Вот как-то вот именно это желание, исполнение этого желания вас простимулирует. Вы знаете, вы поверите в свою счастливую звезду, вы поверите вот по этой маленькой подкове, да, что у вас есть удача в жизни, что вы человек фартовый, и прям такие, да, начнете очень активничать в своей жизни. Это будет замечательно. Я вижу, что благодаря вот этой активности вы просто-таки взрастите какой-то прекрасный, не знаю, результат, да, дело какое-то у вас появится. Это может быть увлечение, это может быть ваше хобби, это может быть новая работа, да, может быть, вы пойдете иностранный язык изучать, да, вот прям корни пустит этот маленький росточек, и он такой вот прям пойдет, и со временем превратится, у кого-то в цветочек, а у кого-то прям таким и плоды пойдут от этого росточка, понимаете? Вот такой результат. Но это будет прекрасно, то, что вы сделаете это своими собственными руками для себя, не для кого-то. Так, смотрите, здесь еще у нас, с одной стороны, у нас дельфинчик вышел такой, да, но дельфинчик немножечко такой, знаете, в сетях, что ли, да, вот он в чем-то запутался, вот как будто бы петля, видите, вот дельфин, и вот на нем петля висит, да? Привязка у вас есть. Но привязка у вас может быть мечта к чему-то привязана, либо вы привязаны, да, и не можете осуществить мечту. Здесь, кстати, может быть вот момент любви. Любовная тема может проходить в плане того, что вы, желая любви, очень сильно привязаны, да, в петле времени находитесь, да, привязаны к прошлому, которое было достаточно для вас мучительно, губительно и болезненно. И вы опасаетесь, что опять попадете вот просто-таки вот этот шторм, да, тут такой прям волны, да, вышли у нас. Так что, мои милые, здесь нужно себя вырывать, отпускать. И вот ваш дельфин должен плыть к исполнению желаний, к исполнению мечты. Вообще мне идет тут романтика, но романтика, которая будет достаточно, либо она будет под ограничениями, да, когда, например, у вас романтика случится с кем-то, кто с вами на расстоянии, да, у вас появится любимый человек, но вы будете ограничены во встречах, да, вы сможете там общаться только лишь через интернет, то есть личных свиданий у вас будет мало. И вот вы не сможете всю себя, все свои эмоции и чувства в интернете, например, раскрыть. И также любимый человек не сможет раскрыть себя. Вот какая-то вот прям блокировка, ограничения у вас идут вот в плане, да, романтики, мечты и
Да, вот мешает вам что-то. Мешает, прям мешает, да. Так. Но я вижу, что вы найдете путь, я вижу, что вы найдете выход. Эта ситуация, она может быть несколько месяцев, может быть, ну, максимум полгода, понимаете? Вот вы выходите на то, что вы с человеком встречаетесь, и вот она, ваша чаша любви, понимаете? Вот все у вас там происходит. Потерпите, потерпите и понимайте, что все пойдет так, как надо, как вы запланировали, как вы мечтали бы и хотели. Да, вас немножечко в этом плане ограничили, но тем не менее, у вас тут в венце союз двух людей. Вот один человек, вот второй человек. Между этими людьми чаша любви и общая дорога. Понимаете, причем две тут даже как бы чаши идут. Одна чаша у нас это душевная наполненность, вторая чаша у нас именно земная любовь. То есть вы найдете по этому рисунку свою вторую половинку. Тут даже и думать не стоит, да, и переживать тоже не стоит. Смотрите, у вас перемена, вот смотрите, какая пойдет, да, кто-то кому-то помогает. То есть вас кто-то, вот прям кто-то, да, человек, друг, товарищ, случайный человек, здесь не указано, кто конкретно, человек вас просто вытащит. Вот смотрите, вы как будто бы вы в трясине в какой-то, да, в каких-то проблемах, да, погрязли, вас засасывает, как в болото, вот такая тоска, проблемы, неприятности. И вот приходит человек, причем этот человек, ну, вот прям с хвостиком, да, как будто бы вот мне идет обезьянка. Человек вас вытащит, спасет, мостик с вами сделает. Человек этот будет младше, чем вы, либо по возрасту, либо по росту будет меньше, но человек, от которого вы не ждете, вообще не ждете. У вас спасение пойдет именно от этого человека. Так, мои дорогие, что я хочу еще сказать. Тут очень хорошие знаки ангелов вышли. Вот ангелы есть в вашем песочке, и эти ангелы, они, ну, понимаете, они очень сильны, они защищают вас, и они будут защищать и вашего партнера. То есть у вас следующий ваш брак, либо ваши отношения, вот что у вас будет. Но мне больше идет это как именно брак. Брак у вас по судьбе идет такой прям союз, действительно, и на небе, и на земле заключенный. Вас в этот союз ведут духи вашего рода. Там какой-то, вот, может быть, сговор произошел, может быть, договоренность произошла между вашим родом и между родом мужчины. И вас вот ведут именно в эти отношения. Потому что здесь очень четко два ангела, которые ведут одного человека и второго к любви, к отношениям. И любовь тогда получается правильно. У вас и небесная, и земная вместе происходят. Знаете, но здесь прям судьба, да. Кто никогда не был в отношениях, у кого личная жизнь была на нуле, и кто из-за этого очень сильно переживает. Мои дорогие, у вас личная жизнь ваша не строится, потому что вот один ангел, вот второй ангел, и ваш человек, и вы должны встретиться именно с правильными людьми, да? С правильным человеком, которого вам подготовили. Вас не пускают в другие отношения для того, чтобы вы себя энергетически не испортили. Да? Ведь когда мы, даже не то чтобы там интим, даже не рассматриваю интим, я рассматриваю, когда вы начинаете с кем-то вот близко контактировать, и вы обмениваетесь энергией, понимаете, что-то человек от вас берет, что-то вы ему свое даете. Вернее, вы от него берете. И у вас такой замиксовочка происходит, да. И понимаете, если у человека энергетика ниже, чем ваша, либо она, скажем так, не подходит к вам, то здесь могут быть такие вот прям моменты, когда, да, вы, как знаете, портите себя, да, портите и, чистоту, да, вот правильно, да, я просто вижу, что это, я не могу это подобрать слова, да, вот чистоту своей энергии вы загрязняете, как мусор, да, какой-то происходит, вот загрязнение, как вот вредная еда, да, допустим, либо что-то, что вам вот прям не дает дальше развиваться. А ваша задача развиваться духовно и выходить на новые уровни, тем самым подтягивать ваш род. Род тут не обычный род, тут сильный, тут как ни крути, просто так сговор не делается, понимаете? И тут за вас попросили. Смотрите, человек, который ваш, вот он по этому дельфину идет, он помельче, конечно, чем вы. И он, смотрите, вы, вот на мой взгляд, да, тут будет обмен такой, что вы чувства, эмоции, а этот человек, например, какое-нибудь там суперздоровье богатырское, да, вольет в ваш род. Потому что вас сейчас вот именно по вашему дельфину держат, потому что вот эмоции, да, прошлого, скорее всего, обидные, которые подпортили, да, подпортили вам всю вашу там
программу родовую и энергетику подпортили, ждут, пока очистится эта вся гадость, да, чтобы вы могли как с чистого листа все начать с новым человеком, с новым мужчиной. Это человек хороший, у него этого дельфина хвост вверх задран. Это человек состоятельный, состоявшийся, спокойный. Вот что здесь происходит. Так, смотрите, у вас пойдут... Еще будет борьба, смотрите, борьба с человеком. Тут какое-то просто чудовище вышло, да? Карабас-барабас. Пойдет борьба с человеком за себя, за свою свободу, за то, что дорого вам. То есть вы неожиданно для себя поборетесь, причем поборетесь достаточно быстро и жестко. Вот я не знаю, такой прям какой-то конфликт будет, либо какое-то одно решение, которое просто расчеркнет все на до и после. Возможно, у вас на данный момент, да, вы в браке с человеком, который к вам плохо относится, который вас там, обижает, унижает и прочее, да, не дает вам любви и счастья, при этом вас всячески сдерживает. Возможно, у вас мама немножечко деспотичная, либо там папа, либо, не знаю, вы там с сестрой живете, да, и она вами там управляет. В любом случае, этот человек, это достаточно жесткий управленец. Кстати, может и на работе тоже будет такая ситуация. И вы ощущаете, что вам навязывают волю, что вас заставляют жить по какому-то лекалу, которое вообще вам противно, и вам оно не подходит. Но вы живете, вы терпите. Я вижу, что придет вот буквально тут, у кого-то может быть 2, у кого-то 3 месяца, и придет прям такой вот эмоциональный прям настрой, что ли, да, что вы просто в один момент этому человеку скажете, что все, хватит, надоело, больше так не хочу, и, что самое главное, не буду. Вы просто встанете и уйдете. Уйдете, либо там переедете, съедете, вы больше не вернетесь к этому человеку. Здесь будет поставлена одна огромная точка. И этот человек будет очень сильно переживать, беситься, там, не знаю, мучиться, будет делать попытки назад вас вернуть, там, поговорить, уговорить, но вы будете непреклонны и сделаете очень правильный поступок, потому что вот то, что делал этот человек, у него слишком длинные ноги, слишком длинные руки, он слишком сильно вас держал, да, держал и манипулировал. У него в руке вот такой прям крючок, такой огромный, да, на якорь похож. Он этим крючком вас все время якорил, да, и действительно, да, связал вас по рукам и ногам, навешал на вас путы, цепи и вот поводок. Вот в таком состоянии вы и находились. Вернее, находитесь даже по сей день. К чему-то вы очень сильно привязаны. Если это не конкретный человек, то это какие-то обстоятельства в жизни. Но опять же таки, они все притянуты за уши. Вы можете разрубить все, любой узел, любую проблему вы можете решить, причем у вас есть на это и сила, и энергия, но вы пока пока вы в ожидании, что может само собой все решиться. Ваша внутренняя доброта, ваше внутреннее состояние не позволяет вам принимать какие-то категоричные и резкие решения. Мои дорогие, по этому песку здесь вы сами видите, да, главная тема — это исполнение ваших желаний и ваш рост именно вот в развитии себя, и в становлении себя как личности. И, конечно же, любовь. Любовь, которая вот идет прям союз вам, союз, просто 2 людей, идеально подходящих друг другу. Этот брак, он будет храним и оберегаем высшими силами. За этот брак вам беспокоиться не стоит. Да, его следует дождаться. И да, он будет очень удачный. Вас ждет много любви, много радости и много счастья. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.